Здравствуйте! Это программа «Вкусный мир» и я, ее ведущая Анастасия Трегубова. С каждым днем наш вкусный мир становится все вкуснее и вкуснее, а наша кулинарная книга все интереснее. Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по вкусному миру национальных блюд. Туркмения – страна жарких пустынь и редких прохладных оазисов. Живущие в этом климате могут творить чудеса с любым продуктом, попавшим им в руки. Сегодня мы собственными глазами увидим одно из чудес туркменской национальной кухни. У моей гости очень красивое имя. В переводе с туркменского оно означает «цветок граната». Вся семья Гульнары очень часто переезжала, пока не доехала до Москвы. Но все это время прекрасная девушка чему-то училась. В том числе научилась готовить вкусные туркменские блюда. Гульнара Худайбердыева родилась в Бурятии, в семье военнослужащего. Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Имеет 2 высших образования. Сейчас работает в учебном центре при Московском автомобильно-дорожном институте. В свободное время занимается фотографией и ирландскими национальными танцами. А в роли наблюдателя сегодня выступит знаменитый земляк Гульнары, заслуженный артист Туркменской ССР, актер и режиссер Хаджидурды Нарлиев. Знакомый телезрителям по таким фильмам и сериалам, как «Ермак», «Возвращение турецкого», «Бригада», «Сармат», «Офицеры 2» и «Баязет». Проходите, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. О, Хаджидурды, я смотрю, вы уже познакомились в нашем... Салам алейкум, Настенька. Проходите. А я хотела Гульнару сделать сюрприз. Вот познакомить с таким известным Со мной? человеком. Ну что, приятно. Тем более говорят, что вы будете готовить сейчас, да? Да, мы сегодня... Туркменский блюд, да? Мы сегодня будем готовить по старинным туркменским рецептам. Вот как. Хаджидурды, а Да. вы любите готовить? Говорят, что я хорошо готовлю шашлык. Но люблю есть плов узбекский. Чтобы узбеки готовили, друзья. Мы сегодня, я, конечно, еще не знаю, какие мы блюда будем готовить. И для вас это тоже, кстати, останется сюрпризом до конца программы. Ну что ж, это будет великолепно. Тогда я приглашаю вас занять традиционно в нашей программе место наблюдателя-эксперта. В конце программы мы вас пригласим к нам на кухню. С Гульнарочкой мы подойдем к столу и уже приступим к готовке. Хорошо? Хорошо. Я вам желаю удачи. Спасибо. Все. Вы будете готовить туркменское блюдо? Конечно. Надеюсь, Вы да? наблюдаете. Хорошо. Всё запоминаете. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Гульнара, прошу к столу. Позволь мне предложить тебе фарш. Спасибо. С удовольствием. Гульнара, какими блюдами ты меня сегодня удивишь? Сегодня мы будем готовить шурпу. Это суп из баранины с овощами. И мясной пирог ишлекли. А почему ты выбрала именно эти блюда? Ну, эти блюда очень любимы. Их готовят на праздники, торжества семейные, праздники государственные и так далее. Ну, воду я поставила заранее для супа, так что я предлагаю начать. Да. Прежде, наверное, Кладем туда мясо, пусть пока оно варится, замесим тесто. то есть для шурпы мы положим баранину. Да, кстати, 1 кусочек или 2? Если кастрюля позволяет, то можно 2 бросить. Позволяет. Отлично. Будет более наваристым. Да. Так, ну пока у нас отваривается баранина, мы приступим. Да, к замешиваем тесто. Теплой водой разведем дрожжи. тесту. Сейчас дам ложечку. Можно как свежие, так и сухие дрожжи. И вот посуда для теста. Спасибо. Гульнар, ты упомянула, что эти блюда, они праздничные. А какие вообще существуют праздники в Туркмении? Ну, очень много праздников, которые были приобретены и очень хорошо прижились за время, когда республика была в составе Советского Союза. Это и Новый год, и Международный женский день. Ну, есть также свои особые праздники. Это праздник туркменского скакуна, праздник ковра, День поэзии Махтамкули. Это известный туркменский поэт, философ. Вот такие замечательные праздники. А что за праздник скакуна? Ну, во всем мире очень известна порода халтикинских лошадей. Упоминания о них даже есть у античных поэтов со времен Парфянского царства. Их называли
нисейскими скакунами. Есть даже гипотеза, что по названию Нисы, столицы Парфянского царства, пошло название этих скакунов. А позже уже название ахалтекинские кони, оно пошло от оазиса Ахал и племени Теке, которые издревле разводили эту породу лошадей. Сейчас в гербе современного Туркменистана даже присутствует изображение скакуна ахалтекинского. Так, как у нас там дела с дрожжами? Так, ну дрожжи мы развели. Значит, всыпаем муку. Так, для теста... Где-то килограмм или чуть-чуть больше муки. Так, для теста нам нужен килограмм муки. Так, Кстати, тесто мы будем делать без яиц. без яиц. Значит, соль. Можно прямо в муку. Ага. Сделали лунку, сюда дрожжи. Так, давай я помогу тебе с водой. Сюда же воду. Так, вода у нас Наливаем теплая. где-то половину. Да, теплая вода. Обязательно теплая должна Да, быть вода? обязательно теплая вода. Ну, пока достаточно. Так, все это тщательно перемешиваем. И тесто у нас должно будет подойти, как я понимаю. Недолго, минут 10-15. Ты упомянула праздник туркменского ковра. Вот я знаю, что еще в СССР Туркмения очень славилась своими коврами. Вот, кстати, почему? Они очень яркие, насыщенные краски, очень плотное вязание, до несколько тысяч узелков на квадратный сантиметр. Очень красивый самобытный орнамент, так называемый гёль. У каждого племени есть свой гёль, и он присутствует в орнаменте ковров, которые ткут. Есть даже целые семьи или села, где занимаются ткачеством ковров. Обратите внимание, дорогие телезрители, какими плавными, нежными и точными движениями Гульнара замешивает тесто. Но разве из-под таких рук может выйти что-нибудь невкусное? Ты упомянула, что на коврах присутствует орнамент разных племен. А сколько племен существует? Племен очень много. Считается, что 5 основных племен – это Теке, Алили, Салыр, Сарык и Эрсары. И у каждого племени внутри идет дальше такое разветвление многочисленное. Вот. Но основные 5 племен – это вот эти. Родовые гёли. Это хватит. Хватит, да? Да. Гёли этих племен присутствуют в государственном флаге Туркменистана. Давай, может быть, тебе помогу немножко закатать рукава. Так. Спасибо. Может быть, пока ты замешиваешь тесто, я порежу помидоры. Давай, их нужно покрошить очень-очень мелко. Но я смотрю, у тебя на шее очень интересное украшение, наверняка из серебра. Да, это серебряное украшение. Туркмены считают, что звон серебра отгоняет дурной глаз и злых духов. Поэтому серебряные украшения, они присутствуют в одежде, скажем так, начиная от детей маленького возраста и заканчивая стариками, старухами. Вот у меня украшение называется тумар. Это на самом деле накосное украшение, но я его ношу как кулон. Вообще девушка, женщина, туркменка носила на себе от 16 килограмм серебра. Ничего себе. Да, серебро передается от матери к дочери. Туркмены любили жен. Как туркмены любили, как они украшали своих жен, это никому нет. Обязательно, если не пут, она не могла ходить из-за этого. Она шла так медленно. И у каждой, так сказать, невесты был свой звон, колокольчики. Есть такая особенность, что можно различить, к какому племени относишься по украшениям. Вот каспийские туркмены, западные туркмены, юмуды, у них в серебряных украшениях присутствуют золотые пластины. У Теке просто позолочение идет, а у Эрсары, это туркмены, которые живут в восточной части, у них нету позолочения, только чистое серебро. Так, ну помидоры я нарезала. Смотрю, ты замесила тесто. Да, тесто у нас готово, мы его накроем и оставим минут на 10-15.
Так, пока у нас тесто подходит, мы займемся мясом. Да. Мясо мы рубим. Обязательно рубим, нельзя пропускать через мясорубку. То есть такой рецепт Да. этих пирогов. Да. Гульнар, а я слышала, что девушки до сих пор носят национальные костюмы не только по праздникам, но и в повседневной жизни. Это так? Да, это действительно так. В сухом жарком климате очень комфортно ходить в длинных шелковых платьях. Туркменочки одеваются, ну, шикарно, ни на кого не похожи. Идешь, когда по прекрасному нашему городу Ашхабад, ну, засмотришься. Белый город, красивый белый город, он строится. И идут туркменочки в длинных платьях. Вот. У них своя мода там. Ну, естественно, хотят и в европейском ходят, но предпочитают национальный. Гульнар, нужно пенку снять, да? Да, обязательно нужно снять. Ты говорила о праздниках, но не рассказала ничего о свадьбе. Но это же наверняка тоже какой-то чуть ли не самый важный праздник в жизни. Да, конечно. Когда девушку выдают замуж, собирается в доме родителей, собираются все родственники ее, собирают приданое, осматривают все приданое. Вот. Потом приходят забирать невесту жених со своими друзьями. И, наверное, так же, как и в русской свадьбе, родственники невесты устраивают всяческие препятствия, какие-то сложные задания для того, чтобы прошел эти испытания жених, и только потом дошел до невесты, забрал невесту. Но я слышала, что есть такая особенность, и жениху нужно выплатить калым. Причем очень, по-моему, большую сумму. И иногда долгое время жених копит деньги для того, чтобы жениться. Да, это действительно так, но родственники со стороны жениха и невесты, они оговаривают. Естественно, никто не заламывает баснословных, несметных сокровищ за невесту. Но иногда бывает, что очень тяжело выплатить весь калым. И есть такой обычай, обряд, называется гайтарма. Это, если по-русски сказать, то как бы возвращение невесты в родной дом. Где-то через месяц или через 40 дней после свадьбы невесту возвращают к родителям. Изначально смысл вот этого возвращения заключался в том, что если семья жениха не смогла выплатить полностью калым, то невеста возвращалась в отчий дом и могла там пробыть у себя дома вплоть до года или даже 2, пока семья жениха не выплатит весь оставшийся калым. А на что тратятся эти деньги в основном? Ну, естественно, для того, чтобы устроить празднество в том числе, потому что свадьбы гуляются в Туркмении очень большие. Это от нескольких сот до нескольких тысяч человек. На подарки родственникам, потому что семьи традиционно большие, и никого нельзя обидеть, всем нужно преподнести подарок. Так, мясо мы порезали. Да, теперь нужна посуда, где мы все смешиваем. Мясо, помидоры, Так, помидоры у нас тоже готовы. лук. Лук я уже порезала заранее. Очень хорошо, предусмотрительно. И совсем немножко жира, буквально чуточку. Так, я пока добавляю в мясо помидоры, Да, отлично. лук. Посмотри, немного ли? Нормально? Нет, нормально. То есть много лука не бывает. Много не бывает. Чем больше лука, тем сочнее получается начинка. Вообще этот пирог, его в народе называют 3 в 1. Почему его так называют? Потому что это и хлеб, и первое, и второе. Когда много лука и помидоров, они дают сок. То есть И получается как первое, да, как и суп. получается как суп. То есть нижняя лепешка, она выступает тарелкой. Верхняя лепешка, верхний слой теста – это хлеб. А начинка в соку собственном – это суп. Так, все мы это перемешиваем. Нужно Солим, поперчить, перчим. посолить. Да. Так. Солим. Добавляем перца. Отлично. Опять перемешиваем и добавляем уже Да. наш жир.
Так, как у нас там, кстати, Тесто у нас Тесто. подошло. Так, мы делим тесто пополам, причем одну часть делаем немножко побольше. Это нижний слой, он будет в диаметре побольше и потолще, по толщине, чем верхний слой теста. вот это тесто у нас получается нижнее блюдо. Да. Потом мы делаем прослойку из нашей начинки и накрываем, да? Потом накрываем. Да, все правильно. Лучше сразу, наверное, положить на противень, чтобы нам было полегче. Противень нужно смазать? Обязательно можно смазать маслом. Так. Значит, противень мы смазываем маслом, выкладываем туда нашу первую лепешку. Выкладываем нашу начинку. То есть и выкладываем начинку. Так, я помогу. Распределяем по всему диаметру, да? Да. Оставляем где-то сантиметр-полтора с краю, где будет защипываться, соединяться верхняя и нижняя лепешка. Так, и раскатываем второй. Потом все накрываем, Да. защипываем, да? Да, Каким-то определенным образом, наверняка. да. Мясо у нас варится. Туда можно сейчас бросить лук, нарезанный полукольцами, и парочку помидоров, тоже нарезанных мелко, как для начинки. Накрываем второй лепешкой. Делаем так, чтобы не осталось между ними воздуха. Выпускаем весь воздух. Скрепляем края. Так, ну и ставим в духовку на час. Да, причем в духовку предварительно разогретую До скольки градусов? до 180-200 градусов. Для ишликли нам потребуется 1,5 килограмма мякоти баранины, желательно ягненок, грамм 300 курдючного жира, килограмм муки, дрожжи, по полкилограмма лука репчатого и помидор. Разводим в небольшом количестве теплой воды сухие дрожжи. Берем килограмм муки, добавляем соль по вкусу, делаем в муке лунку. Выливаем разведенные дрожжи и добавляем постепенно теплую воду. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 10-15 минут. Приступаем к фаршу. Лук нарезаем мелко, мясо и жир режем на небольшие кусочки. Туда же добавляем мелко нарезанные помидоры, чтобы начинка была сочнее, соль, перец и немного воды. Делим тесто на 2 части. Одну часть делаем немного больше и толще. Раскатываем 2 лепешки. Готовую лепешку кладем на смазанный маслом противень. Выкладываем начинку, накрываем вторым пластом. Соединяем края верхней и нижней лепешки, так, чтобы между пластами не осталось воздуха. И выпекаем пирог в сильно нагретой духовке в течение часа при температуре 180-200 градусов. Гульнар, ну для шурпы у нас все готово. Мы нарезали лук полукольцами, морковку достаточно крупно, красный перец, помидоры, картошечки штук 6 пополам. И вот осталась у нас тыква. Да, сейчас мы забрасываем морковь, лук, помидоры и перец. И минут через 15 картофель с тыквой. А тыкву надо тоже порезать, да? Да, Ну вот этим мы сейчас и займемся. хорошо. Так, морковка. Ой, запах какой потрясающий. Перец. Помидоры. Все притопить. Так, притопили. Добавляем лук. Тоже все притопим. Ой. Накрываем крышкой. Накрываем крышкой, да, пусть сварится. Оставляем на 15 минут. Как мы нарезаем тыкву? Очень крупными кусками. То есть ее можно разрезать пополам. Не просто. Так. Очень хорошо, да. Давай мне половину. Ну и каждую половинку еще на 3 части. Причем кожуру не убираем. Бросаем прямо с кожурой. Ждем 15 минут, потом добавляем картошку и нарезанную тыкву. Итак, самое время записать рецепт.
Для туркменской шурпы нам потребуется 1,5 килограмма баранины. Можно ту часть, где ребра, средней жирности. Тыква, небольшой кусок, грамм 300. 6 средних картофелин, 2-3 моркови, 3 луковицы, 3 помидора, 2 болгарских перца. Готовим шурпу, как любой другой суп. Варим мясо, бросаем лук, нарезанный полукольцами, парочку мелко нарезанных помидоров. Затем добавляем морковь и перец и варим минут 15. И бросаем в кастрюлю картофель и тыкву, порезанные достаточно крупными кусками с кожурой. Солим и перчим по вкусу. Хаджи Дурды, проходите. У нас все готово. Спасибо. Ну как? Красавицы. Что вы тут Шурпа. приготовили? Шурпа. Ишлекли, да? Можно пробовать? Конечно же. Гульнар, давайте. Да, очень вкусно. Потрясающе вкусно. Да? Вот как настоящему туркмену. Как вам? Так делали? Мне здорово, да. Как по старинному рецепту? По старинному рецепту туркмены всегда так и делали. Вообще туркмены еду не культивировали так особо, да? Но когда надо было, они готовили. Попробуем. Гульнар. Кажется, вкусный запах доносится даже через экран. Но не забудьте, если отважитесь дома приготовить такой мясной пирог, обязательно добавьте к нему салат из помидоров. Из всех овощей туркмены больше всего уважают помидоры. Там в оазисах пустыни произрастает особый сорт. Такого больше нигде нет. Как вы оцениваете? На сколько баллов? Ну, я думаю, что вот скоро у нас будет День независимости. А мы обязательно придем к Гульнарочке, попросим приготовить. И мы вас пригласим всех. Ой, с Весь удовольствием. мир ваш. Вкусный мир. Наше, Весь да. наш вкусный мир. Да. Спасибо вам большое, что пришли сегодня ко мне в гости, нашли время, отведали такие замечательные блюда, научили меня. Ага. Но, как говорится в нашей программе, приятного аппетита. А по-туркменски как приятного аппетита? Это была программа «Вкусный мир». Программа не только вкусная, но и очень полезная. И я, Анастасия Трегубова, обещаю, наша следующая встреча будет такой же вкусной. Увидимся!